Ограничительные меры по коронавирусу ужесточили в Якутии. Активизировалась работа и по проверке соблюдения масочного режима в общественных местах. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент Алексей Лукьяненко. Алексей, ты в эфире. Как якутяне соблюдают правила в торговых объектах? Здравствуй, Василий. Ну да, действительно, к сожалению, поздравить не с чем, так как у нас заболеваемость все становится с каждым днем больше и больше. Я сам очень, скажем так, тщательно слежу за ситуацией в целом по республике и заметил динамику роста. То есть, если в последнее время у нас в день было зараженных 27-28, и потом в ближайшее время у нас был скачок до 30 заболевших, и вот буквально последние 3 дня было 72, вчера 75 и сегодня также 75 зараженных. Но самое главное, что в целом, если вчера в Якутске у нас было зараженных 49 человек, то сегодня их уже 52. То есть в столице республики их гораздо больше. Также на сайте Роспотребнадзора вчера появилась информация о том, что большинство заболевших это молодые люди от 18 до 40, от 18 до 29 лет. И также пожилые люди от 65 лет и старше. Вот как раз мы сейчас, как можете видеть, находимся в одном из самых больших торговых центров нашего города. И мы сейчас зайдем и посмотрим, как проходят ограничительные меры. Вот как мы заведомо до этого заходили уже в магазин, обратили внимание на то, что в целом, наверное, я бы сказал 50 на 50. То есть у нас люди, которые соблюдают режим, и также есть те люди, которые им пренебрегают. И, собственно, из-за этого у нас зараженность, она, конечно, как мы знаем, к сожалению, становится больше. Как мы можем видеть, здесь у нас есть, вот, имеется санитайзер, вот, но самое главное, стоит обратить внимание, что нет здесь контролера, то есть человека, который проводит термометрию. Вот, также одним из самых важных моментов является у нас социальное дистанцирование. Как мы можем видеть, здесь имеется у нас разметка в 1,5 метра, то есть в очереди нужно стоять на некотором расстоянии друг от друга. Вот. Также можем обратить внимание, что у продавцов имеются перчатки, также маски, то есть все соблюдено. Так что если у вас даже нет, скажем, маски, вы можете даже ее здесь приобрести. Они такого интересного дизайнерского такого характера. Цена в принципе доступная, 50 и 40 и 70 рублей. Вот. Но в целом можете купить медицинскую маску. Она стоит, по-моему, рублей 5 или 10 даже. И вот рядом с нами сейчас находится председатель административной комиссии, вот, временно исполняющий Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Ну, расскажите, мы знаем о том, что в городе тщательно ведутся рейдовые мероприятия. Какие мероприятия в последнее время, рейды какие были проведены? И в целом, как соблюдают люди масочный режим? Еще раз здравствуйте. Вот в последнее время, в период времени с 16 по 19 апреля 2021 года специалистами административной комиссии были проведены рейдовые мероприятия. В том числе, были проверены 226 объектов. Это объекты торговли, объекты общепита, и объекты бытовых услуг и общественный транспорт. Ну и по итогам рейдовых мероприятий было составлено 12 административных протоколов на нарушителей масочного режима. И данные административные дела будут направлены в мировой суд для рассмотрения. Если говорить о штрафных санкциях, то на граждан влечет административный штраф от 1000 до 4000 рублей, с предупреждением, а на должностных лиц от 15 до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. А скажите, вот в связи с ограничительными мерами, которые глава республики подписал, вот буквально вчера, скажите, какие-то еще у вас рейдовые мероприятия, то есть более как-то напряженно, может быть, как-то вы будете работать тоже? Да, вот в связи с последними изменениями, в указе главы республики будут проведены в усиленном режиме рейдовые мероприятия совместно с правоохранительными органами. Это в том числе и по общепитам, которые в ночное время, которые работают. Рестораны, кафе, бары вот эти. Они, то есть, с 12 часов до 6 часов должны приостановить свою деятельность. А
А скажите, какой-то штраф предусмотрен, допустим, вот в данном торговом центре у нас, как мы видим, нет контролера, да, который должен измерять термометрию. Контролер, будем честными, контролер только что подошел, я его не видел. Вот, потом, значит, мы здесь уже сколько, 20 минут, наверное, 30 находимся, вас не было. Вот, потом, значит, в целом, в данном, скажем, торговом центре, какие мероприятия должны быть предусмотрены, что здесь на сегодня имеется и что отсутствует? Как мы видим, вот, для дезинфекции рук есть у нас, и разметка для социального дистанцирования есть. Сейчас вот специалист нашей административной комиссии вот проверяет у работников данного заведения на предмет соблюдения ими вот дезинфицирующих средств, генеральной уборки и применения дезинфицирующих средств. Журнал сейчас проверит. И по итогам посмотрим, нарушение есть, не выявлено, не выявлено. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Но также хотелось бы добавить, что в целом, как я уже говорил, 50 на 50, то, что люди в основном в масках ходят, но в перчатках на самом деле людей очень мало, поэтому обязательно соблюдайте режим ограничительных мер, не стоит этим пренебрегать, чтобы у нас заболеваемость становилась с каждым разом все меньше и меньше. Поэтому следите за своим здоровьем и, думаю, все будет хорошо. Но на этом у меня все, Василий. Будем держать вас в курсе событий. Спасибо. О соблюдении санитарных мер в Якутске рассказал Алексей Лукьяненко. Алексей, спасибо.